Так, я закон реабилитации репрессированного народа до НАХА, парламенту, Барт был принят для подсаях закон 20 истории новейшей России и Российской империи. Закон мы делаем, сабот пел, что это чудо законы. Ходить сюда, что я кудешь, сюда ужил. Закон исполнять дешханда цух суга советаш на далее шуг. Советаш на. Со совет тейбу ветав, совет тейб фиген зазда 147 человек вот. То 147 человек, 147 тейп да, хар тейпны сыр игил эзгал тейпн заржолжи цайт тейпн цеязер нахла сунде. Так трэт латыш бы шол латыш бы тейпн цилай. Так алгай камды каму вейтаус. Закон исполнять хандцух. Законыш реабилитации даже кадарыш они принимаются, создаются для того, чтобы их исполняли, чтобы их соблюдали. Так, цадарыш соблюдать, шолодарыш, тух соблюдать, да, кто не сбешь, что Бог помочи, если соблюдать, то давайте все вместе. Бог ищет отца. Так, кто соси пригородном районе шел в Ягаса, гусо, сейчас Ега, Арвиан, Эваш, Вянца. Сахан вахт цуяхас, цавахин цуяхас. Фахана ях юрти вообще сакцавахты жуаш. По всяким надуманным причинам, халвада забор яхаш, и селение Терк. Сунал отдас для справки. До 92 года из водозабора я хожу. Барик жгавая бар, архив поднят, да бабу душван, цаили цифры ханваски. Ханбугбы руководитель. Все, кто охранял этот водозабор, были ему шаг. Тахана, галгая горе жиз, галгая гахан галуш, что такое закрытое село, кто его закрывает и каким ключом. Круглазя яхал вопрос, поскольку уже все хакачал. Фиах, где закрытое село, я так был мало что отарил. Так, нах цичер веха армия русак, цич мелханил юшта во все населенные пункты обязательно вопишь бехас. Да, в лучшинах машер кубац его кубац. Удобнее мелнул, что мы конец угли. Конец, хули лахтиш. Амар, бали говей. Ад-говей. Так, нах, бокл цадах троих. Тробехки далее. Бех тохбе отде троих царь, Азия в том числе. Оттуда поступают такие противоречивые данные. Одна организация подает, что там 1500 осталось, кто-то подает 1000, мабац, орчар, вообще. Можно я отвечу на этот вопрос? Можно. Халердуха яхас 13 лет тому назад, предшественник был, столько яхас, в 2007 году. Халердуха яхас протокол заседания. Вот аяз яхас. Когда мы потребовали руководства ежедневно заселять по 30-40 семей, вмешался Козак и сказал, этого делать нельзя. Если сделаем мы это в таком виде, не исключено, что повторение. И вот посмотрите, яхас. 10 лет это 3650 дней, и 3 года это где-то 1080 дней. Получается где-то 4700, почти 4800 дней. Это почти 10 тысяч семей мы вернули бы на прежнее место жительства, если бы слова Суркова не расходились с конкретными делами. И я вам сейчас еще для справки скажу, что за эти 13 лет не вернулась ни одна семья.
куда мы только не приходим с этим вопросом, все говорят однозначно, как будто вот есть такой формат, что это не сиюминутное, не сейчасное решение, для этого требуется время. Для этого требовалось время и 13 лет тому назад, за эти 13 лет ничего не сделали. И опять сегодня этот же вопрос встает, что требуется время. И доколе это будет так продолжаться. А прошло уже в итоге 28 лет. И вот к этому протоколу заседания прилагаются, я говорю, 25 тысяч живых подписей. Вы знаете, о чем я говорю, что такое живые подписи. На основании чего они были собраны? Почему? А были они собраны на основании того, что был указ президента Российской Федерации до конца 2006 года решить проблему вынужденных переселенцев. На что отреагировал Южный федеральный округ. То, что самый больной вопрос в то время был этот палаточный городок в поселке Майском. Вот они, кому пряник, кому кнут, разогнали этот городок, и Козак отчитывается. Этот рапорт тоже у нас есть. У нас есть и указ президента Российской Федерации, у нас есть рапорт полномочного представителя Южного федерального округа. В том, что ваш указ выполнен, все, кто хотел вернуться на прежнее место жительства, кто не хотел, сделал перенос или сделал приобретение. У нас есть этот указ, есть этот рапорт, есть 25 тысяч живых подписей, заявлений от конкретных людей, которые просят вернуть их на прежнее место жительства. В заявлении указано их прежнее место жительства, временное место проживания, паспортные данные и личная подпись каждого из них. Вот я говорю, где слова не расходятся с делом. Вы же перед этим при вступлении сказали, что там противоречивые доходят до нас сведения о вынужденных переселенцах. Кто говорит 1000, кто 2. Вот я говорю вам конкретное число, количество семей, которые хотят вернуться, и то мы не всех обошли. И из этих 25 тысяч семей ни одна не вернулась. Так, вот после этого я ему даю письмо, которое мне пишет руководитель МРУ ФМС. Противозаконное, преступное письмо. У меня вид господдержки, там 3 вида господдержки. Возвращение, восстановление разрушенного жилья, приобретение или перенос. Мой вид господдержки был восстановление разрушенного жилья. Я, когда получаю первый этап транша на восстановление разрушенного жилья, я сразу пишу заявление главе МРУ ФМС Нифонтову. Так как я сегодня получил 30% общей стоимости на восстановление разрушенного жилья, я прошу вас установить в моем подворье временное жилье, и я хочу начать восстановительные работы. На что он мне дал ответ. Да, вам было произведено финансирование на восстановление разрушенного жилья, но ваше возвращение невозможно в связи с тем, что осетинская сторона возражает против возвращения тимурской национальности. Вот я это письмо ему отдаю. Я говорю, мог, я говорю, чиновник, грамотный человек написать такое. Я говорю, разве не отвечаете, я сам скажу, я говорю, что это мог написать только варвар. Из-за этого надо было наказать его. Правда, его наказали, его сняли с работы. Но не за то, что он нарушил мои права, а за то, что на основании вот этого письма мое дело, общее дело, было принято в Европейский суд по правам человека. То, что ссор был вынесен из избы, приехали представители оттуда. Когда все это раскрылось, тогда из-за этого только его сняли с работы, но не по мою душу. Теперь вот еще я вот.
копии всех моих переписок с Европейским судом по правам человека ЯХАС. Мне пришлось вынести ссоры из избы. Если вы не примете должного решения вот по этому письму, которое я сегодня передал вам в адрес главы государства, это тоже выйдет за пределы нашего государства. Мы намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. И я более чем уверен на 1000%, что это дело будет иметь резонанс. И там будет принято должное решение. Потому что здесь нарушены все наши права. В общем, на этой ноте вот эта наша беседа была, в общем, все, что я должен был сказать, то, что я намеревался, то, что у меня была программа, я высказал, и ответ я получил от него такой ответ, что он сказал: вот это письмо, вот то, что документы, которые вы мне передали, все то, что вы мне сейчас изложили устно, все это ляжет на стол главе государства. Чего мы и добивались этим визитом.